Накануне в социальных сетях разлетелись видео с трупами животных, обнаруженных в одном из контейнеров, принадлежащих столичному пункту передержки. Ситуация обрела широкий общественный резонанс. Тут же разразился скандал между зоозащитниками и сотрудниками пункта передержки, которые тут же написали друг на друга заявление полиции. В ситуации разбиралась наш корреспондент Ульяна Шагина. Вот то самое видео с обнаруженным контейнером. Зоозащитники тут же направились в теплое помещение, где до этого содержались собаки, и там также не обнаружили ни одного животного. Съемочная бригада телеканала «Якутия-24» минувшим днем тут же выехала в пункт передержки, чтобы на месте прояснить всю ситуацию. На территории пункта уже собралось огромное количество возмущенных волонтеров. Буквально 4 марта мы приезжали кормить сюда собак волонтерами. Тут никого вообще не... Точнее, тут были собаки полные вольеров. Вот они. Вот эти все собаки, у меня есть запечатленное видео. На данный момент тут нету ни одной собаки, ни одного щенка. Позже стало ясно, что массовая утилизация животных произошла из-за обнаруженного в пункте передержки вируса бешенства. Работники пункта передержки объяснили, что они действовали в соответствии с приказом Управления ветеринарии. Пункт передержки животных сам себе карантин не устанавливает, не имеет на это полномочия и эвтаназией не занимается, так как тоже не имеет полномочия по эвтаназии. Мы работаем чисто на основании закона 498-го, это отношение к животным, да, вы знаете. Все вопросы к управлению ветеринарии. Такой приказ управлением ветеринарии был издан еще 3 марта. Зараженных животных, а также собак и кошек, подозрительных по заболеванию, согласно документу, тут же нужно было утилизировать. Всего под подозрение попали более 150 собак и 48 кошек. Умерщвление производится исключительно гуманным методом путем введения инъекций. Вирус бешенства на территории столицы в последний раз был обнаружен в 2014 году. Это чрезвычайно опасное и неизлечимое вирусное заболевание как теплокровных животных, так и человека, которое влечет за собой смертельный исход. И мы, конечно, должны принять комплекс мероприятий, который который предотвратит перехода как от собак на людей, то есть полностью. Все мероприятия должны быть проведены. Зоозащитники просят не оставлять ситуацию без внимания. Ни один из них не верит в законность проведения масштабной эвтаназии. Нужно проверять на законность, потому что я более чем уверена, что закон Российской Федерации здесь не соблюдается. И они просто прикрываются этим бешенством. Оценка всему этому действию будет дана после проверки столичной прокуратуры, которая уже начала работу. Взял ситуацию под личный контроль и глава республики Айсен Николаев, который поручил разобраться в ситуации. В комиссию по проверке помимо соответствующих органов включат общественность и журналистов. Ульяна Шагина, Павел Никифоров, Григорий Николаев, Георгий Григорьев, Якутск.